Конечно, выборы должны быть в ноябре. Но я же понимаю, и не я, а многие депутаты Народного собрания, жители Гагаузии. И вчера я так слышал, что и исполком тоже, как говорится, поддержал инициативу Тарновского железоглу, что выборы должны пройти в ноябре. Это правильное решение. Потому что сегодня есть один человек. Это человек, который самый большой вредитель Гагаузии. Он никогда не был командным игроком, он всегда играл только на себя. Это коррупционер, это человек, который сегодня махинатор, человек, которого в народе говорят на гагаузском, вердим лафу алджам, говорит на русском, я свое слово дал, заберу назад, никогда не держит слово, манипулирует, использует всех. И я скажу, что это председатель Народного собрания Дмитрий Георгиевич Константинов. И я скажу, что сегодня, конечно, вот начинается последний год, последний, да, сколько там, 5, 6, 7 месяцев, и он должен уйти. Вы представляете, какой у него внутренний испуг, ведь он-то баллотировался откуда? С Ферапонтьевки. Он сам житель Камрата, вот баллотируется в Ферапонтьевке, получит там 100-150 голосов, становится депутатом, и дальше всеми коррупционными схемами идет во власти Народного собрания. Небольшой секрет, мы стали все свидетелями, как он стал председателем Народного собрания. Это, к сожалению, мы потеряли тогда человек, умер с Вулканешты, и фактически нужно было меньше голосов для того, чтобы выбрать председателя. Царство небесное, был замечательный человек. И скажу, что он тогда получил полную поддержку центральной власти, которые буквально 3 депутатов, они прошлись бульдозером, чуть не заставили их, чтобы они проголосовали за Константинова. И вот внутренняя борьба между центрами Гагаузии, почему получилось? Потому что Константинова Кишинев видел, как человека пас, человека Санду. Они помогли ему стать председателем Народного собрания. А появлением нового Башкана, новые команды, я скажу, Константинов быстро переобулся. Это большой знак вопроса, почему он переобулся, все об этом догадываются. И фактически центр, видя, что человека, которого они привели в власти, предал их, напал на Гагаузию, не на него, а на Гагаузию. То, что его там не выпускают выехать в Таиланд, не знаю куда, и он там, честно говоря, стыдно даже смотреть, что показывают там какие-то больничные листы, все остальное. Это все понимают, да, конечно, удары идут по нему, потому что он предал тех людей, которые привели к власти. Поэтому это время предателей должно закончиться.